Они рассказывают суть своих проектов, расписывают смету и делятся общими впечатлениями. Отбор в первую смену школы социального проектирования в самом разгаре. Его пройдут только участники с лучшими идеями. Должен быть социально направлен. Он у тебя социально направлен. То есть для людей с ОВС, правильно? Вот. Ты не имеешь, ты не можешь, чтобы у тебя была прибыль с проекта. То есть иметь прибыль с проекта нельзя. Поэтому будем переделывать. Идея очень хорошая, мне она нравится. В числе участников Жасмин Сычоева. Девушка учится на факультете психологии, хочет лучше понимать людей. Эксперты его уже оценили. О всех нюансах идеи не рассказывает, боится сглазить. Одно знает точно – работать собирается с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Их, конечно, сначала нужно будет обучить, но я знаю, так как я работаю с детьми с ОВЗ, то, что они обучаемы, и они обучаемы очень. То есть даже я являюсь выпускницей Республиканского центра дистанционного обучения детей с ОВЗ, и я уже, конечно, работаю, учусь, и я хочу, чтобы остальные люди с ОВЗ тоже знали, что они тоже могут работать, и именно на это направлен мой проект. Установочные сессии, лайфхаки, как результат идеальный проект. Школа социального проектирования включает в себя проработку идей с модераторами. Занятия пройдут в офлайн формате на базе Комитета по делам молодежи. На каждого участника 1,5 часа полного погружения в обучение. По итогам отбора у нас будет ряд групп, которые будут обучаться непосредственно у эксперта и с нуля, то есть от идеи до проекта. То есть мы пропишем полностью проект, который будет в дальнейшем участвовать в грантовых конкурсах Росмолодежи. Вы в первый раз его проводите и как часто собираетесь? Конкурс идей у нас проходит в первый раз, а так мы перед каждым конкурсом и форумом помогаем ребятам в написании проектов. Организаторы надеются, школа даст свои результаты уже скоро. На протяжении последних лет наши ребята отличились достойными цифрами на всероссийских конкурсах. Ингушетия дважды становилась победителем в округе по сумме грантов на Машуке. Так, в 2019 году при квоте 240 человек наши активисты защитили проекты на общую сумму в 29 миллионов рублей. Если вы создали какой-то, допустим, город Мостро, да, например, этот проект может жить уже сам, потому что технику, они там материально-техническое оборудование взяли, команду набрали, они уже работают, дальше им не нужны, по факту, как таковых средств уже не надо. А если какой-то там центр, если какой-то там, я не знаю, форум, не форум, образовательные курсы, то каким образом вы дальше будете проводить эту работу? Будь то, я не знаю, помощь какого-то органа исполнительной власти, будь какой-то партнер. До следующего грантового форума осталось чуть меньше месяца. Этого времени вполне достаточно, чтобы прописать полностью свой проект. Хава Гагиева, Ахмед Горбаков, Новости 24.